Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды «Хави» по количеству побед в составе клуба. Об этом сообщает их пресс-служба. В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Бетис» со счетом 4-1. 31-летний аргентинский нападающий забил 3 мяча. Теперь на счету Месси 477 побед, у «Хави» 476. Третье место по этому показателю занимает бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста. Кроме того, Месси догнал по количеству матчей за Барселону Иньесту. Лидирует «Хави». Месси выступает за Барселону с 2004 года. Форвард является 9-кратным чемпионом Испании, 8-кратным обладателем Суперкубка Испании, 6-кратным обладателем Кубка Испании, 4-кратным победителем Лиги чемпионов, 3-кратным обладателем Суперкубка УЕФА и 3-кратным победителем клубного чемпионата мира. Месси – 5-кратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года «Золотой мяч». В текущем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 мячей. Барселона занимает первое место в турнирной таблице национального первенства. Даллас уступил Ванкуверу по буллитам со счетом 2-3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. У победителей дубль оформил Тим Шаллер, решающий буллит реализовал Джош Лива. В составе хозяев отличились Джейми Бен и Тейлор Феттон. Нападающие Далласа Валерий Нечушкин и Александр Радулов сделали по одной голевой передаче. Радулов не смог реализовать послематчевый буллит. Нечушкин прервал 18-матчевую серию без очков. Всего на его счету в текущем сезоне 8 баллов в 51 матче. У Радулова 57 очков в 60 матчах. Вратарь Далласа Антон Худобин отразил 25 бросков из 27 и одержал 14-ю победу в сезоне. Даллас занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 80 очков после 72 матчей. Ванкувер расположился на 13-й строчке с 70 очками в 72 играх. В другом матче Анахайм обыграл Флориду со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Девин Шор, Адам Хенрик и Якоб Сильверберг. У гостей отличились российские нападающие Евгений Додонов и Аарон Экблад. Всего на счету 30-летнего российского форварда 58 очков, 25 шайб и 33 результативные передачи. Додонов сыграл в текущем сезоне в 72 матчах. В таблице Восточной конференции Флорида идет на 11-м месте, набрав 76 очков в 72 матчах. Анахайм занимает 14-ю строчку на Западе с 69 очками в 74 играх. Якутск имеет 2 года на подготовку заявки на проведение чемпионата мира по борьбе. Об этом журналистам по завершению Кубка мира по вольной борьбе сообщил президент Объединенного мира борьбы, член Олимпийского комитета Ненат Лалович. Передает ТАСС. Следующим серьезным испытанием для сборной перед предстоящей Олимпиадой 2020 в Токио будет чемпионат мира в Астане. На мировом первенстве, которое пройдет с 14 по 22 сентября, 6 победителей соревнований получат путевки на Олимпиаду в Токио. На данный момент не знаю, способен ли Якутск принять в будущем чемпионат мира, но у России будет 1-2 года, чтобы решить этот вопрос. Сейчас хочется только поблагодарить главу Якутии Айсена Николаева, который создал все условия для Объединенного мира борьбы, команд, зрителей, судей, тренеров. Также приятно, что в Якутске есть другие возможности для дальнейшего развития. Это хапсагай и масс-рестлинг. В России чемпионат мира в последний раз проходил в 2010 году. Соревнования принимала Москва. В столице Филиппин в субботу состоялся ежегодный забег с собаками, в котором приняли участие около 1000 четвероногих спортсменов. Подробности в репортаже Артема Сторонова. Около 1000 собак всевозможных пород, от чихуахуа до сибирских хаски, а также их хозяева, приняли в субботу участие в ежегодном забеге в Маниле. В зависимости от размера, четвероногим спортсменам нужно было преодолеть дистанцию от 1,5 до 5 километров. Старт получился весьма бодрым, несмотря на дождь и духоту. Но не у всех хватило выносливости, чтобы сохранить ритм до финиша. Многие вскоре перешли с бега на шаг, а некоторые и вовсе переместились на руки к хозяевам. Несмотря на это, все остались забегом довольны. В первую очередь это социализация. Кроме того, это отличное упражнение для наших собак, чтобы они не толстели. Сами мы редко с ними так бегаем, а здесь у них есть возможность размяться. По словам организаторов, забег с собаками – это не только возможность весело провести время со своим питомцем, это еще и очень полезно.
Dogs really have a lot of energy that they У собак очень много энергии, которую им необходимо выплескивать. Активный образ жизни и общение с другими четвероногими – отличный способ выпустить пар. Стоимость участия в забеге составляла $25. Часть выручки пошла на благотворительность. А по завершении мероприятия, как и в любом другом соревновании, прошло награждение победителей. Это были новости спорта. Всего доброго.